сколько человек? 4. Инесса. Инесса, Настя, Тима. Можно к 11. Один, ну, тем более, да. Часто даешь интервью? Ну, не могу сказать, что прям очень часто, но бывает. Вот столько красивых у нас мест, и мы не все места знаем, правда же? Потому что нет у нас пока такой культуры правильного преподношения, мне кажется, архитектуры. Вот сейчас молодежь такая новая, как бы креативная и очень идейная. Мне нравится, кстати, вот как сейчас молодежь проявляет инициативу, потому что вот наше поколение, мы немножко забиты, закрыты. Где-то мы чего-то боимся, что что-то подумает или воспримут не так, поэтому вот нынешняя молодежь, она более смелая. Раскрепощенная? Она, во-первых, она шире мыслит за счет большого потока информации. мне кажется. Хорошо сказано. Мы готовы, мы можем начинать. Когда я вас увидела впервые на каком-то мероприятии, было очень много людей, сразу же выделила вас. Вы заметны, очень обаятельны, с красивой улыбкой. От кого в наследство досталось такое богатство? Ой, ну я не знаю, так смущаете вы меня, конечно. Я не знаю, мне кажется, это такой микс, потому что с учетом моего такого происхождения, богатого, можно сказать, потому что у меня как абхазские корни, так и северокавказские, адыгские. Поэтому, наверное, вот за счет этого и, в принципе, хотя это два братских родственных народа, это одна языковая группа, соответственно, практически, там, можно сказать, 70% есть схожих элементов и в языке, и в культуре, в традициях. Поэтому сказать, что как-то вот, ну не знаю, мне кажется, вот какой-то такой микс получился, такой, как получился. Хотя Немного я не могу изучила сказать, вашу биографию. Школа с золотой медалью, музыкальное образование, класс фортепиано с отличием, факультет иностранных языков французский, немецкий. Это заслуга родителей или была такая тяга к знаниям? первичная, конечно, заслуга родителей, вообще заслуга семьи, потому что, сколько я себя помню, вот в нашей семье культ был чтения. Это как бы всегда было номер один для всех членов семьи. У нас была вот у бабушки с дедушкой в Очимчирах была роскошная библиотека, одна из самых лучших, не побоюсь этого слова сказать, в Абхазии. Поэтому вот я себя вспоминаю, мое детство – это книги, это музыкальный инструмент. И очень-очень редко я как бы могла себе позволить пойти там гулять. Ну, понятие гулять, они, ну, как-то для меня это как-то немножко размытое, потому что, допустим, если я находилась у бабушки с дедушкой, на территории двора у нас был теннисный стол, бильярдный стол в доме, поэтому библиотека. Особо не было какого-то вот желания находиться на улице. И даже если, да, конечно, было вот живое детское общение, как и у всех детей, но это как бы особо приближенный круг среди соседей, там, родственников и так далее. Вот как-то так вот. Обычно... Детство повлияло на вас, на формирование вашей личности? Ну, И безусловно. как? Безусловно, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что все, что ребенку вкладывается с детства, так или иначе это транслируется потом впоследствии. И когда прививаются какие-то правильные ценности с пеленок, можно так сказать, соответственно, ты уже по наитию как-то на подсознании уже поэтапно движешься в каком-то определенном направлении. Вот что касаемо меня, я посещала уроки, частные уроки живописи, я ходила на музыку, я ходила, в принципе, везде, куда можно было ребенку ходить и получать какие-то новые знания. И, не знаю, видимо, во мне было очень много энергии, была гипер такой активной. И никогда, вот даже с садиком, мне кажется, вот я ходила в садик Гунду, даже там я проявляла какие-то танцевальные, артистические, ну, не знаю, как и любой нормальный, здоровый ребенок. Я не могу сказать, что звезды с неба не хватало, как мне кажется, какими-то гиперталантами точно не обладала, но интерес всегда был там, в разных дисциплинах. Вы
по специальности переводчик, однако увлеклись наукой в области этнологии и культурологии, изучаете народы Кавказа. Как вы увлеклись наукой? Как было вообще на самом деле? Вот как-то у меня была стажировка по линии МИДа 97 года по странам Европы. Это была Франция, Германия, Бельгия. И вот так получилось, что за этот период я посетила ряд этнодеревень. В каждой стране, как мы знаем, для кого не секрет, что есть какой-то этнографический центр, который олицетворяет культуру, традиции коренного населения. И вот в тот момент, хотя вообще мои мысли были немножко в другом направлении, это переводческая деятельность, зачастую это технический перевод и как бы далеко от науки. И тем не менее, какой-то был интерес, пробудился интерес. Потом, энное количество лет я вообще это задвинула в долгий ящик, потому что занималась переводческой деятельностью в международной компании по изготовлению коньячных бочек. Это Франция и Республика Адыгея. Была такая компания Адыгея Моро, одна, и вторая компания под патронажем бывшего президента Аслана Джаримова, аналогичная. Ну вот в тот период у меня была достаточно активная переводческая деятельность, технический перевод, очень сложный, очень насыщенный. И мне это доставляло удовольствие. Но так или иначе ко мне обращались люди из науки, которые просили перевести научные тексты. Исторические, этнологические, там, я не знаю, по фольклору и так далее. И мне стало потихонечку как-то это интересно. Я хотела найти какие-то схожие элементы между кавказской культурой и европейцами, например. Вот мне кажется, что все-таки, если вот как бы в сравнении, то вот мы видим, что у шотландцев, у ирландцев, у тех же самых басков есть очень много, что нас сближает. Это и в танцевальной культуре, и в костюме, в элементах, да, костюма, и где-то вот даже чисто визуальная, да, картинка, вот, внешний облик, фигура человека и так далее. У нас есть какие-то моменты, которые так или иначе схожи. Поэтому именно вот за счет этого ты начинаешь копать, ищешь информацию. Это, безусловно, сложно. Надо кататься по всем архивам, добывать эту информацию, общаться с людьми, которые сведущие в этом вопросе. Ну, в общем, как-то так по накатанной пошло. Не могу сказать, что это было специально, целенаправленно, вот просто даже в формате какого-то диалога интересного ты понимаешь, что ага, тут вот какая-то есть информация, которую ты не знаешь. И почему бы тебе там немножечко не почитать умных людей? Ну, как-то так. Вот самые интересные исследования или же открытия в области традиций абхазов и адыгов, которые вас вот впечатлило? Я не могу сказать, что открытие. Ну, для меня, да, конечно, безусловно, потому что раньше я этой темой никогда не занималась, и все, что мы делаем впервые, все для нас ново, как бы. А вот что касается для меня вопросом номер один до сих пор, вот в традиционной культуре, это все-таки традиционные верования, потому что так или иначе этот момент заслуживает особого внимания пристального, притом он интересен не только нам, как носителям, да, там, этноса, языка или представителям этноса, но прежде всего это интересно другой стороне. Да? Вот мы берем европейцев, мы берем Российскую Федерацию, да, представителей различных народностей, которых привлекает абхазская традиционная культура, вообще общекавказская изначально, а потом уже, когда мы уже подходим к вопросу, именно абхазская традиционная культура и в контексте традиционной культуры традиционные верования, которые так или иначе, несмотря на прогресс общества, мы не стоим на месте, наша страна, несмотря на то, что у нас много проблем, так или иначе мы развиваемся. И тем не менее, вот, как мне кажется, уникальный феномен для нас, для абхазов и вообще для ряда северокавказских народов, то, что мы сохраняем свою самоидентичность и самобытность. В этом и есть вот основной такой вопрос, как мне кажется, и соль вообще. А в чем мы сохраняем свою идентичность? Ну, во-первых, даже не стоит это доказывать. Есть тому много подтверждений, как практических. Вот у меня были проведены исследования, даже достаточно большой пласт материала я собрала по этнографическим поездкам экспедиционным по святилищам Абхазии. И мы сняли богатый такой очень материал, научный материал
именно подтверждающие наличие, происхождение и сосуществование традиционной веры, религии трактуются по-разному, но традиционных верований в современной жизни абхазов наряду с существующими религиями. Вот, ну, как мы все знаем, Абхазия — это православное государство в большем процентном соотношении. Небольшой процент у нас абхазов исповедует ислам, но это как бы зачастую те, которые возвратились у нас на историческую родину из Турции, либо из других стран, это представители репатриации. И поэтому вот в этом-то и существует интерес, почему наряду с официальными религиями в современном обществе абсолютно толерантно сосуществует традиционные верования. В этом-то и есть такая вот фишка, как мне кажется, нашего народа, которую стоит не просто презентовать и демонстрировать, да, в научных кругах, в культурных кругах. Это, я считаю, что это наша гордость, это говорит о богатстве внутренней духовной культуры всего этноса, что ты не конфликтуешь на почве конфессии с тем или иным человеком, что ты можешь мирно сосуществовать, гармонично, развиваясь в ногу со временем. Вот вы участвуете в разных форумах, ездите по всему миру, можно сказать. Как мир относится к Абхазии, к нашей культуре, к нашим традициям? Вообще есть какая-то заинтересованность? Интерес к нашей стране, как стране, да, молодому государству современному, безусловно, он велик, но первично, конечно, интерес проявляется именно в сторону самобытности, именно в сторону истории, традиций, обычаев, всего того, что мы можем как бы представить как характеристику нашего этноса. То, что нас отличает от других народов. Да, безусловно. То, что нас отличает, и как мы можем умело, да, вот как мне кажется, все-таки умело привнести свои какие-то аутентичные черты из нашей традиции, из нашей культуры в современную жизнь. И это как бы вопрос, он достаточно многозначный и многоуровневый. Я не могу сказать однозначно, что вот это только хорошо или это плохо. Поэтому вопрос, который постоянно требует внимания, изучения, каких-то новых мыслей со стороны. Но однозначно могу сказать, что все, что касается Абхазии в любом контексте, это мы берем танцевальную, музыкальную культуру, мы берем историю костюма, мы берем кухню традиционную, да, традиционный уклад жизни, начиная там с жилища, заканчивая атрибутами быта. И, безусловно, непосредственно все, что касается этнологии, культурологии, истории этноса, это, безусловно, всегда приковывает интерес всеобщего мирового научного сообщества. Вы говорили о традиционных верованиях. Сами исповедуете какую религию? Анна, не могу сказать, я даже какую религию исповедую. У меня как-то нет какой-то такой вот четкой картины в голове. Я считаю, что, безусловно, человек, на то он и человек, это как бы сознательное существо, скажем так, которое так или иначе должен верить во что-то благое, во что-то, которое может тебя направить, которое может тебя предупредить, которое может где-то тебя вовремя остановить. В абхазской традиции это у нас как бы верховный бог, да, поэтому не могу сказать, вот нет такой четкой трактовки для меня, что я вот приверженец там христианской религии, либо там мусульманской, либо там традиционных верований. Видимо, какой-то все-таки у меня синтез. И синтез благодаря именно научным каким-то познаниям, изысканиям. Вот я копаю, постоянно как-то в себе пытаюсь какие-то черты на себя проецировать, и так или иначе, ну, потом уже как-то это в жизни, видимо, это проявляется. А вот сказать, что я фанат конкретно какого-то течения, либо какой-то веры, там, религии, я не могу сказать. В современном обществе, возможно, среди молодежи, принято считать, что наука – это некая скучная такая деятельность, нудная, скажем так. Монотонная для кого-то. Да, кропотливая. Да, кропотливая, безусловно. А что вы скажете? Ну, я могу сказать, что
К большому сожалению, наука вот в современном мире, на постсоветском пространстве претерпевает определенные трудности ввиду, ну, как мы знаем, да, определенных сопутствующих моментов. Это и финансирование, которое, к сожалению, недостаточно для того, чтобы человек мог полноценно посвятить себя науке, дабы выдать какой-то качественный продукт. Потому что все, что мы сейчас делаем, фактически мы делаем абсолютно на альтруистских началах. Потому что, ну, я беру конкретно, да, себя. Если ты хочешь выступить, участвовать на какой-то там конференции либо форуме, зачастую ты это делаешь за счет собственных средств. Да, безусловно, есть организации, которые могут себе позволить пригласить, оплатить, опубликовать твои труды, но, к сожалению, с годами все стало хуже, поэтому надеюсь, что со временем какая-то у нас будет переоценка ценностей, но пока вот все сложно. Все, что касается научных изысканий и научных каких-то процессов, пока это для нас немножко неподъемно. И тем не менее, я думаю, что в науке не может быть большое количество людей. В науку попадают именно те люди, те персонали, которые болеют за свою там, конкретную проблематику, да, за тот вопрос, который они изучают, которому они посвящают большую часть своей жизни в профессии, я имею в виду. Поэтому тут уже финансовая сторона, она немножко уходит на второй план. И так или иначе, человек, который серьезно относится к науке, он никогда не будет поступаться своими принципами. Для него важно его имя в науке, так или иначе. Поэтому не все как бы измеряется в финансовом эквиваленте. Раньше было по-другому, приоритеты поменялись. Раньше, в советское время, насколько я знаю, что наука очень хорошо финансировалась. Все наши институты, которые так или иначе существовали, они были в определенном... Ну, вообще, как-то было время, когда сотрудник научного института, это была определенная каста. Это выше рангом, выше уровнем, соответственно, интеллектуальным в том числе, априори. Поэтому в науку раньше вкладывалось. Вот, допустим, ты получил высшее образование, ты хочешь получить степень научную, соответственно, тебя республика, регион отправляют в аспирантуру, как это было в Абхазии, отправляли в Грузию, в тот же самый Тбилиси, для получения уже степени, да, научной. И такой момент, что я вот всегда выделяла, где бы я ни находилась, ну, на всех мероприятиях научных, я всегда выделяю такой момент, что несмотря на то, что Абхазия очень маленькое государство, молодое государство, со всеми вытекающими проблемами, но на территории нашей страны так или иначе за счет собственного бюджета сосуществуют несколько научных институтов. И это дает определенный уровень, определенную планку для страны, любой страны. Если государство делает ставку на созидание в научном аспекте, то это, безусловно, уровень интеллектуальной собственности, интеллекта в целом общества выше, нежели у других. Поэтому я считаю, что это большой плюс для Абхазии. Но если это говорить об имидже страны, да? А что касается результативности работы научных институтов, как определяется этот результат, как это оказывает влияние на жизнедеятельность граждан, на страну в целом, на развитие страны в целом? Если говорить откровенно, ну вот как мы видим, да, вот из практики, к сожалению, сейчас я не могу сказать, что тот или иной научный институт может как-то прямо повлиять и видоизменить нашу обыденность, да, как бы, но тем не менее любой как бы творческий процесс, научный процесс имеет свойство накопительного, и так или иначе мы получаем результат, но может быть чуть позже, делая какие-то выводы. Безусловно, в чем заключается работа научного сотрудника любого института? Он занимается теоретическими изысканиями, знаниями, а потом эти теоретические знания он должен приложить на практике. И вот практический результат выдается как конечный итоговый продукт, который мы можем там демонстрировать на международном уровне, да, и внутри страны то же самое. Как бы это помогает человеку расти в эмоциональном, в интеллектуальном и впоследствии в экономическом формате. Поэтому все это как бы такие процессы, которые не могут быть скоротечными. Это все-таки на перспективу.
Наука требует финансовых затрат, больших вложений. На что тратятся деньги в науке? Вот, допустим, вот конкретно меня, я могу на своем опыте сказать, что можно было бы глубже познать предмет моего исследования, если бы я чаще посещала международные какие-то научные центры, архивы в тех или иных странах, которые обладают определенной литературой, определенным ресурсом, для того, чтобы я могла черпать какую-то информацию, я либо кто-то другой, неважно. Любой человек, который занимается наукой, он должен обладать большим спектром теоретических знаний. А чтобы ими обладать, нужно найти эту информацию. Но, к сожалению, не все могут себе позволить полететь, допустим, в тот же самый Каир, покопаться месяц в материалах, да, там, археологических, исторических и так далее. Во-первых, доступ очень сложно получить, но плюс ко всему это все должно быть оплачиваемо. Ни один архив мира практически не предоставляет информацию бесплатно. Вот я была в лондонском архиве. Каждый лист, который мне разрешили ксерокопировать, либо там от руки, ты платишь. Каждый час, проведенный на территории этого архива, ты оплачиваешь. Что такое наука? Наука – это ресурсы для того, чтобы воплотить свои те или иные взгляды, преобразовать это на бумаге, да, вот это твои умозаключения из всей совокупности того, что ты мог накопать. Не знаю, мой следующий вопрос по адресу или нет, но как-то мне рассказывали о том, что когда проводятся раскопки в Абхазии, находятся ценные артефакты, они могут, минуя наши музеи, попадать в другие страны или попадать в руки людям, которые занимаются коммерцией. Ну, так однозначно я не могу, конечно, голословно говорить, потому что не обладаю такой конкретной информацией. Мы можем на уровне слухов сейчас говорить, что так или иначе кто-то мог где-то какую-то информацию выдать, но это все, я думаю, что будет неправильно. Безусловно, это человеческий фактор, когда так происходит, что алчность человеческая берет верх, и при определенных моментах есть люди, которые нечистоплотные, которые могут себе позволить, к сожалению, минуя наши официальные органы, как-то в сторону увести или унести тот или иной археологический материал. Это не есть норма, и это, к сожалению, встречается. Это я не конкретно по Абхазии могу сказать, а вообще встречается во всем мире. И, безусловно, нужно пресекать, потому что абсолютно убеждена, что все, что можно накопать, найти на территории той или иной страны, это достояние государства, это достояние народа прежде всего. Поэтому такие моменты нужно пресекать. Для развития науки нужны большие финансовые вложения. Мы знаем, что наше государство сейчас не способно вкладываться в науку, надо думать о хлебе насущном. Но есть культура меценатства. В этом смысле меценаты могут помочь. Вот поговорим об этой культуре. Есть ли у нас меценаты? Вкладываются ли они в науку? Понимают ли они значение науки? Вы с такими работаете? К сожалению, не все доступно, не все возможно без определенных финансовых ресурсов. Так или иначе мы сталкиваемся с этими проблемами. И для того, чтобы все-таки воплотить задуманное, нам нужно искать определенные средства, привлекать каких-то людей, которые готовы сотрудничать, готовы вкладываться для того, чтобы проект состоялся. К сожалению, не могу сказать, что в нашей стране культура меценатства развита хорошо, но тем не менее есть определенный пласт людей, фигур, которые периодически помогают реализовывать проекты в области науки, в области культуры и искусства. И это дорогого стоит, потому что, ни для кого не секрет, именно культура, образование, они на данном этапе не получают определенного финансирования, достаточного финансирования, недополучают, да, для того, чтобы широко можно было проявлять свои научные, творческие изыскания, реализовываться.
И вот хотелось бы, конечно, чтобы таких людей было бы в стране больше, потому что без них, к сожалению, нам никак. Культура выживает за счет людей не безучастных, скажем так. И слава богу, мы можем гордиться. У нас есть люди, которые, ну, могу даже, если нужно назвать определенных, да, лиц. Это вот Беслан Агрба, Ника Ачба, там, допустим, из наших, да, как бы из плеяды наших соотечественников. Можно брать отдельно какие-то компании, там, например, такие как Амобайл, Аквафон, которые также периодически участвуют в реализации социальных проектов, каких-то культурных мероприятий и так далее. Поэтому чем больше будет таких заинтересованных людей, тем легче будет для нас, представителей научной, культурной интеллигенции, воплощать все нами задуманные проекты в жизни, и думаю, что это будет выгодно для всех нас в целом. Но, к сожалению, не всегда меценатство воспринимается правильно, да, семантически, не все это трактуют, потому что все-таки меценат – это человек, который безвозмездно вкладывает свои какие-то ресурсы в научную деятельность региона, там, страны, неважно, в культурную деятельность, ничего не ожидая и не получая взамен. Это делается абсолютно на добровольных началах, и только тогда, когда человек действительно имеет такой посыл, имеет такое желание и нацелен все-таки на конечный результат. Таких людей мало, но думаю, что все-таки со временем мы потихоньку придем, потому что это определенная культура, определенный уровень интеллекта должен быть у человека. Вот я могу сказать абсолютно уверенно, что на данном этапе все-таки вот культура меценатства более развита на Северном Кавказе, и там больше людей, состоятельных людей на порядок больше, но состоятельных людей, в принципе, достаточно везде, но не все состоятельные люди готовы вкладываться. Безвозмездно, да. безусловно. Вот ни для кого не секрет, да, есть представители кавказских республик, не только северокавказских. Вот я беру, допустим, Михаила Гуцериева. Это один из тех людей, который постоянно вкладывает свои ресурсы в культурной жизни там, России в целом, да, какого-то конкретного региона, поддерживает различные организации в области науки и так далее. А то, что касается, допустим, республик Северного Кавказа, это вот, ну, в моей практике человек номер один, к сожалению, его уже нет в живых, это Назир Хапсироков, который в свое время был представителем администрации президента Российской Федерации, генерал-лейтенант и человек, который, ну уроженец Карачаево-Черкесской республики, который постоянно принимал участие, притом его не надо было уговаривать, он сам проявлял эту инициативу и помогал в реализации тех или иных культурных, научных, социальных проектов, и им было много что реализовано. Также мы можем сказать Арсен Кануков, бывший глава Кабардино-Балкарии, нынешний сенатор от КБР. И вот там, допустим, Хазрет Савмен, бывший президент Республики Адыгея, который, кстати, неоднократно помогает нашей стране, финансирует, да, допустим, вот нынешнюю нашу критическую ситуацию с ковидом, да. И не раз перечислял достаточно крупные суммы денег, абсолютно ничего не требуя взамен. Мало того, это человек, который настолько скромен, что постоянно говорит, чтобы не указывали нигде никакие таблички, никакие там атрибуты, подчеркивающие его какую-то принадлежность, причастность. Это говорит как раз о его широте взглядов и вообще о его искреннем, да, и истинном отношении к проблеме той или иной. Я не могу не спросить,
нашу абхазскую диаспору в Турции как-то вы приобщаете к культуре меценатства? Работаете с ними? Я могу сказать, что вот этот вопрос пока, к сожалению, он для нас ну, не то чтобы недостаточно проработан, он сложен по ряду причин. Во-первых, сейчас, вот последние несколько лет, сложнее стало как-то коммуницировать ввиду ну, там, различных да, обстоятельств. Там, вот, последние 2 года это ковидные как бы, обстоятельства. Но так или иначе, можно с уверенностью сказать, что диаспора проявляет инициативы, проявляет интерес к нашим каким-то проектам, к реализации, там, допустим, печатного какого-то издания по истории, по этнологии, по культурологии, там, по каким-то организационным моментам касаемо там, хореографических, музыкальных да, коллективов, там, те же самые гастроли и так далее. И плюс ко всему на территории как бы, диаспоры мы можем проводить какие-то небольшие, но тем не менее мероприятия культурного характера. И они всегда открыты для диалога, они всегда участвуют. Что касаемо финансирования, это уже вторично, как бы есть какие-то моменты, которые берутся на себя абсолютно полностью, как-то вот даже у меня была там презентация моих материалов в Анкаре, в Стамбуле. И плюс ко всему, они достаточно мобильны, они гибкие и идут легко на диалог. Но сейчас, ввиду определенных обстоятельств, конечно, все это немножечко тормозится. Белла, вы сами создали фонд, который называется «Иналласт». Я так понимаю, это имена ваших сыновей. Какими проектами занимается ваш фонд? Ну, изначально вот была такая прям гипер какая-то идея, вот я даже это много раз уже где-то говорила, но, к сожалению, она пока еще даже не реализовалась, как раз по вопросу этнодеревни. Вот изначально вообще фонд создавался с таким посылом, что, чтобы создать такое пространство, которое в себя вбирало бы все элементы традиционного уклада, традиционной жизни этноса. Но, к сожалению, ввиду, опять же, финансовых как бы, вопросов открытых. Висит в воздухе, скажем так, идея-то есть, расписан этот проект. Мало того, мы обсуждали это даже с рядом архитекторов, но это не дешевое удовольствие. Но могу... Что это? Можете немножко раскрыть скобки? Могу сказать, что... этнодеревня? Ну вот опять же, сейчас хочу привести пример, что не так давно на территории Абхазии у нас открылся этнографический парк Апсны, который уже функционирует достаточно успешно. Это вот приблизительно аналогичный проект. Их может быть много, и в каждом районе он может быть свой небольшой, неважно, формат большой, маленький, главное, какая будет начинка и как это будет функционировать грамотно. Это надо выстроить работу, безусловно, с определенным количеством специалистов, чтобы каждый отвечал за свое направление. На территории этого этноцентра, этнопарка, этнодеревни должны быть представлены все направления да, жизнедеятельности этноса, истории, археологии, этнологии, музыкальной культуры, кухня, там, я не знаю, вот все, что касается сельхозпродукции и так далее. Все, что касается исторической составляющей, современного быта, да, с элементами современного быта, плюс ко всему какая-то развлекательная часть в виде музыкальной, да, музыкально-танцевальной составляющей. И такой микс, который, на территорию которого ты вот заходишь на энное количество часов и полностью погружаешься в определенный такой этнокультурный мир. Получаешь те необходимые знания за небольшой промежуток времени, чтобы потом для себя выстроить какую-то картинку об этносе, о народе, на чьей территории ты в данный момент пребываешь. Это своего рода как визитная карточка страны, да, любой страны может быть, как один из арт-объектов, туристических объектов для наших гостей. Ну и в принципе и для местного населения тоже, почему нет, потому что ты можешь получить возможность на одном месте получить ряд определенных знаний. Это, я считаю, что и для детей, и подрастающего поколения, да и для многих взрослых, которые не сведущие в этих вопросах, было бы тоже интересно. Ну, как бы вот была такая идея изначально. Но вообще в целом
фонд занимается научно-культурной деятельностью, соответственно, мы проводим какие-то презентации там, книжных, печатных изданий, проводили выставки. Я, кстати, инициировала как-то проект абхазских современных художников на Красной Поляне в период Олимпиады. Это был как раз вот февраль месяц 2014 года, когда нам предложили на 21 день совершенно бесплатно арт-пространство «Роза Хутор», где проходила наша выставка наших современных художников. Плюс ко всему мы там продемонстрировали фильм об Абхазии, да, такой вот документальный. Была дегустация напитков, в общем, палитра вся, которая могла быть сельхозпродукцией, была также представлена. Я думаю, что гости курорта получили удовольствие от посещения. Вопрос, который меня очень интересует. Вы сейчас занимаетесь, продвигаете фильм Инессы Лакоя и Анастасии Калашников про абхазских женщин. Фильм называется «Ларалу». На каких площадках вы собираетесь показать этот фильм? Я знаю, что его приняли на международный фестиваль, кстати, благодаря вам. Хочу, чтобы вы подробнее немножко рассказали, о чем этот фильм, чем он привлекателен и что абхазских женщин отличает от других женщин мира. Есть ли какая-то такая изюминка? Ну вот как раз сейчас идет завершающий такой как бы процесс. Уже какие-то мы последние штрихи как бы приводим в порядок. Ну, проект вообще изначально был лично мне представлен как познавательный проект документального кино о современных женщинах Абхазии. Притом палитра, которая была представлена в фильме, она такая многоликая. Да? Мы как бы не делали, вот даже не мы, а вот и возьмем конкретно двух, да, авторов идеи и режиссеров, сорежиссеров, они не делали ставку на какие-то красивые лица, на каких-то успешных персон. Тут как раз целью основной было показать, насколько многолика женская составляющая современной Абхазии и как современные женщины пытаются состояться в этой жизни ввиду определенных каких-то перипетий, каких-то проблем, как они борются со своими страхами, как они преодолевают трудности, либо как они справляются со своими какими-то семейными, да, обязанностями, и что они ставят во главу угла, каковы ценности современной женщины Абхазии, независимо от социального статуса, независимо от национальности, независимо от возрастных каких-то цензов. И вот хотела бы сказать спасибо, выразить такую огромную благодарность девочкам, потому что вообще всей команде, которые работали над фильмом, потому что это колоссальный труд. Вот, может быть, со стороны кажется, что кто-то тешил самолюбие, далеко не так. Это колоссальный труд на протяжении нескольких месяцев, а если быть точнее, все лето плюс сентябрь включительно, это, соответственно, 4 месяца, не покладая рук, не знаю, с утра до вечера, находясь в студии, девочки, вся команда, там, оператор, монтажеры, композитор, который, соответственно, написал музыку для этого фильма. Это абсолютно авторская музыка. И поэтому могу сказать, что, ну, на мой взгляд, я не великий специалист в документальном кино, но когда тебя трогает материал, когда у тебя по телу бегут мурашки, я думаю, что все-таки оно цепляет, и все-таки результат есть. Поэтому результат налицо. Поэтому я думаю, что со временем мы его обязательно презентуем у нас в стране, когда вот будет возможность уже как бы будут открыты площадки. Изначально мы получили приглашение, прошли отбор на международный фестиваль, российско-британский международный фестиваль СИФА, который пройдет в городе Сочи в ноябре этого года. Из 400 заявок наша заявка получила одобрение. Я считаю, что это дорогого стоит, а там уже потом на суд зрителей, каковы будут мнения, безусловно, было бы и нам интересно, потому что
хочется получить критику конструктивную, она так или иначе имеет место быть в любом творческом процессе, это нормально совершенно. Поэтому я думаю, что в принципе проект состоялся. Я ему говорю, в их возрасте ты даже не представляешь, в каких коротких юбках я ходила. Но эти юбки абсолютно не определяли мою внутреннюю сущность. А ты, девочка, ты уверена, что ты справишься? Что я чувствовала тогда? Что рухнул мир. Меня спасло рождение моей племянницы. Построить мир и обратно возродиться – это очень сложно. Сильной женщиной не рождаются, ею становятся. Пока живет человек, нельзя говорить о старости. Это первая работа Инессы Лакоя и Анастасии Калашниковой? Просто про их Ну, вообще, я так, фильмы я не насколько я знаю. знаю, это их тандем такой творческий, совершенно внезапный. И получилось так, что они сработались, и вот из этого такого творческого как бы тандема и получилось ровно то, что получилось. Я думаю, что, может быть, это проект первый, но далеко не последний, скорее всего, потому что им это интересно, команда сложилась очень дружная. И поэтому я думаю, что у них большие перспективы, если они захотят продолжить свою деятельность в документальном кино. А что касается вообще как продукт от Абхазии, я считаю, что он вполне достойный для того, чтобы претендовать на какие-то в дальнейшем призы, либо вообще достоин внимания так или иначе, потому что здесь нет фальши, здесь нет постановочных каких-то элементов, абсолютно правдивые истории из жизни наших женщин. Чем-то женщины Абхазии отличаются от других женщин? На мой взгляд, я вообще считаю, что женщина Абхазии, она уникальна по своей природе, потому что вообще, с учетом того, какой этот регион богатый у нас, да, вот исторически напитан, да, разными культурами, конфессиями, местоположение, да, достаточно выгодное, там, природа, ландшафт, все играет определенную роль в формировании личности. И если мы говорим конкретно о женщине, безусловно, это внешние данные, практически всегда яркие, да, не то, что там они должны быть безупречны по каким-то критериям, а они яркие. Плюс ко всему, абхазская женщина все-таки, она даже не то, что прям абхазская женщина, а женщина Абхазии, да, региона в целом. Она может быть любой другой национальности, но она так или иначе пропитана всеми этими элементами, которые я сейчас называла, и это имеет отражение и в характере, и в поведении, и в каких-то профессиональных навыках. Однозначно могу сказать, что наши женщины, они очень сильны духом. И это не пустой звук, потому что этому есть подтверждение, да, наша, к сожалению, война, Отечественная война народа Абхазии 92-93 годов как раз является подтверждением, потому что очень большой процент женского населения, независимо от возраста, принимал участие в военных действиях наряду, да, с мужским как бы населением. И поэтому уже хотя бы по этим признакам, по этим характеристикам мы можем уже давать оценку о духе, о характере,
о какой-то внутренней стержневой, да, такой вот составляющей. Я считаю, что вообще женщины Абхазии, они уникальны. Они и творческие, они и интеллектуально подкованные, они и политически грамотные. Их можно назвать сильными? Безусловно, они сильные, да, однозначно. Вы думаете о будущем? Конечно, безусловно, как любой нормальный человек, стараюсь во всяком случае все самое лучшее воплощать в жизни и понимая, что жизнь настолько быстротечна и сложна по-своему, самореализовываться для того, чтобы потом быть как бы уверенным и довольным, не просто собой, а довольным своим результатом. И я вообще считаю, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. И помнят не только как о человеке, да, как о физическом как бы, лице, а помнят о его деяниях, о его каких-то действиях, о том, что он за собой после себя оставил. И это ценно для меня. Я вот завершая нашу передачу, задам вопрос о культуре. Мне очень понравилось, я читала одну книгу, и понравилась цитата французского физика, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Фредерика Жолио-Кюри. Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию. Я хочу, чтобы вы прокомментировали эту цитату. Что такое наука? Наука — это прогресс, это новые знания, новый опыт, который мы транслируем в свою жизнь, теорию применить на практике. И, безусловно, не черпая новых знаний, не получая нового опыта, мы не сможем развиваться и развиваться в плюс. Мы либо будем топтаться на месте, либо, к сожалению, будем уходить назад. Поэтому наука — это однозначно это прогресс. Я приглашаю вас на кофе. Спасибо. Интервью завершаем, программу завершаем. А с вами будем общаться уже на разные другие лайт-темы за чашкой кофе.